На протяжении 2 дней в Ленской ЦРБ работали врачи из Якутска. Вели прием специалистов: лор, кардиолог, эндоскопист, колопроктолог, травматолог, ортопед, узист по сосудам и сердцу и абдоминальный специалист УЗИ. Бригада врачей из 2-й республиканской больницы под руководством Павла Николаевича Ермолаева отбирала пациентов на плановое хирургическое лечение. Для подбора это не диспансеризация, не медосмотр. Поэтому мы заранее обговорили администрации Ленского ЦРБ, чтобы подбор, чтобы, например, кардиологу, чтобы готовыми ЭКГ было, да, для травматолога, чтобы рентген-снимки или МРТ, что необходимое для, чтобы ожидания не было. Виктория Шерстюк пришла на прием к лор-врачу по записи. Девушку беспокоит постоянная ангина. Перед осмотром очень переживала, но он прошел быстро, и результатом Вика осталась довольна. Доктор прописал лечение, которое девушка намерена тут же начать. У меня отечность миндалин постоянная, то есть хронические танзелиты, я не знаю, что с этим делать. Я уже думала, может, удалять их нужно. А у нас, чтобы ехать, это мне нужно брать отпуск и тратить свои деньги, а тут проконсультировалась бесплатно. Я пришла с одной проблемой, устранили мне серную пробку вот в этом ухе. Убрали ее. Вроде слышу даже лучше, чем было. Прием пациентов проходил с утра до позднего вечера. Врачи в день осматривали более 20 человек. У кабинетов якутских специалистов собирались очереди. Многие приходили без записи в надежде попасть на консультацию. Это, конечно, удавалось, но не всем. Самые длинные очереди стояли у кабинета кардиолога и УЗИ по сосудам и сердцу. Я хожу, не кашляю, я кашляю только когда ложусь, а потом проходит. Хорошо. Что-то еще? Боли в области сердца, одышка. Одышки нет. Бригада врачей осмотрела более 220 человек. Из них 45 направлено на оперативное лечение. 16 человек получили направление от лор-врача, 13 вызвал на операцию кардиолог, 9 колопроктолог и 7 пациентов ортопед. Сегодня, к сожалению, нашли онкобольного. Я, например, нашел. А по УЗИ, по показаниям, во время обеденного перерыва мы обговорили, там нашли тоже образование по УЗИ, например, да. Поэтому конкретно, например, вот этого пациента я перенаправил, ускорил из местных врачей, сказал, чтобы ускорить, направить на онкодиспансер. Остальные пациенты могли выбрать дату поступления на оперативное лечение любую. Многие приурочили ее к отпуску. Операции в республиканской больнице для ленчан станут бесплатными. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.